А есть ли дела, которые ты не завершил? Да, мы прям вместе с акиматом города Астаны проработали. А в чем была проблема? Там в целом нету социальных объектов. Мы должны говорить и делать. ТЭЦ-3 будет реализован в этом году? Нурлан, я приветствую тебя в нашей студии, на нашей передаче «Ракурс». Жители столицы, когда мы делали опрос социальности, кого бы вы хотели услышать, увидеть, в том числе из числа депутатов 7-го созыва, уже экс-депутатов, и самое большее количество голосов набрала твоя фамилия, поэтому мы тебя решили сегодня пригласить и поговорить с тобой не только как с экс-депутатом, но и как с рядовым жителем столицы. Скажи, пожалуйста, а вот буквально недавно был распуск 7-го созыва, да? А есть ли дела, которые ты не завершил? Да, нас оценивают по делам, особенно депутатов. Мы должны говорить и делать. Вот такого принципа я придерживаюсь. Я сразу же после избрания депутатом в январе 2021 года, когда меня закрепили по фракции и дали мне секретарь Маслихата дал карту жилого массива НДРС, я поехал туда сразу же. Мы полностью его объехали, все садики, все школы. Там в целом нету социальных объектов. В 2022 году построили, только ввели в эксплуатацию ФОК. Мы ее прям вместе с управлением строительства и с управлением спорта акимата города Астаны проработали, и районным акиматом, и его вот в эксплуатацию сделали. Сейчас в полном объеме он работает, и дети жилого массива и жители жилого массива, они там тренируются. Были проблемы со школы 23-й, там не было на балансе автобуса. Кстати, это вот один из проблемных вопросов. Я даже помню, активисты этого массива, да, очень часто об этом писали в социальных сетях. В 2019 году при предвыборной программе глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подарил этот автобус, но он не был на балансе. Мы проработали этот вопрос вместе с в чем была проблема? С документацией была проблема, что именно завод-производитель не передавал, там какие-то такие бюрократические проволочки были, но управление активов в лице руководителя Ерсина Утибаева, они очень помогли. Сразу же совместно с Кустанайской областью мы отработали этот вопрос и сразу же передали. Тогда мы обходили все дворы, районы, скверы. Самый главный сквер у жилого массива — это вот на Акбидай находится, это главный сквер. Это было в январе месяце, сидели очень много жителей пожилого возраста. Мы спросили у них: и вы не будете против, если мы вот на этом жилом массиве, вот на этом здании сбоку нашего дома нарисуем мурал? Сейчас это в тренде. И мы спросили у них: вы не будете против? Они сказали: нет. У меня есть товарищ, друг мой, вместе учились мы, Азат Абикен. А мы с ним вместе этот мурал нарисовали, а районный акимат нам помог с техникой, а художников вот и креативщиков мы вот совместно с Азатом Абикеном это сделали. В рамках культуры мы сделали двух борцов, борющих на матах вольного стиля. И мы написали, что сила не только в мышцах, но сила и в сердце, чтобы знания людей были прежде слов и дел. Как отреагировали жители? Очень хорошо, они очень были радостны. Проблема жилого массива НДРС заключается в том, что это слепая зона города. Мы через вот Угольную заезжаем туда, там есть сергеки в начале, но потом, когда дальше машина проезжает, она уже все, она теряется, потому что там нет ни одной камеры. Но это же и на безопасность жителей самих влияет. Да, так как я был председателем комиссии по законности и правопорядку в Маслихате, и этот вопрос мы начали прорабатывать. Мы вместе с Астана Innovation, с управлением цифровизации проработали этот вопрос, подключили туда электричество. Это вот Астана РЭК. А сколько камер установили? Около 9 камер мы установили на территории. Вот, а потом анализ сделали, рост преступности, да, в целом он сразу по безопасности? Уменьшился. Уже все, установили камеры. Сейчас там стало безопасно, машина скоростной режим соблюдает. Практически там не было лежачих полицейских. А вот буквально недавно я там проезжала, уже они есть в принципе, да? Тоже устанавливали? Да, мы тоже устанавливали лежачие полицейские совместно с управлением транспорта. Ну ладно, это же твой первый опыт был, да, в представительном органе. Тяжело было в целом работать? Не, вначале было чуть-чуть, но я сам такой в жизни, более, наверное, организатор. И мне это нравится. И моя мама работала замдиректором по воспитательной работе, это как раньше называли училище. Там в основном учились это дети-сироты, дети с неблагополучных семей.
И она на протяжении почти 40 лет там работала. Дети-сироты, они через наш дом проходили. И поэтому как бы я эти вещи и нужды людей знаю. Сам был в такой семье. Отец с кем работал у тебя? Отец у него транспортная организация. Он всю жизнь в транспорте, заслуженный в транспорте Казахстана. А сколько вас детей в семье, Нурлан? Нас двое, сестра старшая. Ее же тоже Назгуль зовут? Да, тоже Назгуль зовут. Я просто помню, когда была первая встреча в Маслихате. Да, мы сели с тобой рядом, и ты говоришь, мою сестру тоже зовут Назгуль, я запомнила. Сейчас ты берешь своих детей на работу? Ну, рассказываешь ли им вообще о своей мои работе? дочки знают, да, где я работаю, что я делаю. Они в основном им интересно то, что я в Федерации таэквондо. В основном их спорт, потому что они сами таэквондо занимаются. Сколько им лет? 12, 11 и 9. Ну, маленькие детки, да? Ну, ты руководишь Федерацией таэквондо, да? Да, но сейчас в данный момент рассматривается вопрос, чтобы идти уже на республиканский уровень. Скажи, это получается тоже же общественная работа? Да, она не оплачивается? Нет, не оплачивается. Наоборот, ты более помогаешь. Я в детстве занимался таэквондо, это был 96-97 год. Я пришел в секцию таэквондо, это было у нас в спортзале, в школе в то время. И тогда возможности купить, например, кимоно, как сейчас, ее не было. Я тогда просил маму, она в училище мне шила там с белого материала. Поэтому я как бы эти моменты помню и знаю, что бывает, что и многим в данный момент родителям бывает тоже тяжело где-то там приобрести такие эти. Я поэтому пошел в таэквондо федерацию, чтобы помочь молодым спортсменам. Ну, дать им возможность, получается, заниматься тем, что они хотят. Как бы на международном уровне есть какие-то определенные связи, где можно помочь, и на территории Казахстана где-то можно там помочь сделать, там кого-то там взращивать. У меня вот даже вот у мамы с папой, они вот, например, тех детей, сирот, они, например, воспитывали, даже сами потом высшее образование им дальше, следом после среднеспециального. Потом даже замуж там выдавали, женили их. И сами все это как бы финансировали и сами помогали. У тебя хороший пример получается, да? Ролевая модель — это родители, также можно сказать, да? Нурлан, а вот по поводу Жас Жауынгер, давай больше расскажем. Да, это вот уникальный проект Садыка. В свое время я как бы увидел это, я его на дебатах даже увидел, где он там шел дождь, что-то, так сказал для определенного. Потом я думал, как он так, глупо сказал. Вначале я так подумал. Потом я с ним познакомился, поговорили с ним, и он мне рассказал, что это было сделано не потому, что он глупый человек, он очень умный, грамотный парень, а он сделал это для того, чтобы люди обратили внимание, что он тренирует детей, и для масс, у кого есть дети, как бы особенные дети, чтобы они приходили туда и тренировались, и как бы были в социуме со здоровыми детьми. Он для этого сделал эту рекламу. Поэтому, чтобы когда его начнут заходить к нему на аккаунт, они увидят, чем он действительно на самом деле занимается. И на самом деле после этого маленького такого вырезка, где он там говорит про дождь, у него очень много стало подписчиков, и люди начали с особыми детьми приходить к нему тренироваться, помогать, где-то кто-то что-то услышал. Но у него уже филиалы по всей республике. Да, сейчас когда только он здесь был, у него в Астане, мы к нему пошли, потренировались, посмотрели там вместе с ним. И тогда мы ему как бы дали совет, что надо это запатентовать, что это нужно, это уникальный проект, надо запатентовать и во всех регионах как бы открыть филиалы. Но он и сам этому горел и хотел, у него свои такие хорошие идеи были. Я думаю, его сейчас фонд Казах Халкына как бы помогает. Ну а акимат города вместе вот как бы с нашим председателем Маслихата, экс-председателем Маслихата Ерлан Ильичем Каналимовым, они как бы через управление занятости тоже помогают. Илья Скуп тоже помогает они. Нурлан, вот сейчас опять ты хочешь идти баллотироваться от жилого массива УНДРС, да, но еще плюс дополнительный кирпичный да, и Казгородок. Казгородок. Скажи, что еще ты хочешь там сделать? Там очень много вопросов, особенно на жилом массиве УНДРС, кирпичный. Вот я общаюсь с активными жителями этих массивов. Там проблемы, как я говорил, с социальными объектами, какими-то развлекательными центрами есть. Там есть вопросы именно бродячих собак. Вопрос в жилом массиве самый актуальный — это постройка моста. Там с ливневой канализацией есть проблемы. Там есть сетями Астана, ЭЧ-8 такие, это бывшие Казахстан Темиржолы сети. Его же, кстати, на баланс не принимали. Да, мы в 2021 году начали форсировать этот вопрос,
везде начали писать, поднимать его. Слава богу, сейчас вот с приходом нового председателя в Астана-РЭК он тоже точно занялся этим вопросом, и аким города на особом контроле это держит. Сейчас уже все, начали переводить эти сети на баланс Астана-РЭК, да, а потом Астана-РЭК за счет инвестпрограммы будет их модернизировать. Ну, здорово. А потом, Нурлан, мы же все-таки были коллегами, да, 30 добрых дел к 30-летию независимости. Помнишь, мы принимали участие все, но ты был одним из тех, кто принимал в этом очень активное участие. Скажи, в рамках этой акции что сделано было? Мы подарили кислородный концентрат вместе с экс-председателем Маслихата Сергеем Ермековичем всем поликлиникам. Вопрос Сараркинского РОВД, он стоял очень остро. Вы видели, что там балки стояли, что здания уже аварийные. А в прошлом году они переехали в новое здание, которое они приобрели тоже на Сараркинском районе. Второе — это здание СОБР, которое было замороженным, там был недобросовестный подрядчик, и они его тоже довели до ума, достроили полностью. Сейчас СОБР там базируется, локация. Они переехали там с таких жестких условий в такое комфортное современное здание. Сейчас вопрос уже стоит тоже остро на особом контроле у акима города, у заместителя акима города, который курирует эти вопросы. Стоит вопрос о приобретении полка патрульной полиции. Когда аким города встречался с депутатами Маслихата, я ему задал этот вопрос, и он сказал, что это на особом контроле, и вопрос уже прорабатывается. Здорово. Я хочу, пользуясь случаем, сказать, да, все думают, что я очень молодой, мне 34 года, что я руковожу таким крупным предприятием столицы. Это ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 7 наших районных котель. Но я не с другой профессии, не с другого там русла, я шел туда в рамках меритократии. Я был в энергосервисе советником председателя, потом ушел в дочернее предприятие Астанинскую энергосбытовую компанию. После нее я назначился заместителем председателя правления АО «Астана-Энергия». И будучи там, проработав 3 года, почти 3,5 года, я назначился в мае месяце председателем. Сколько людей работает в организации? 1600 человек. Нурлан, но после назначения председателем правления АО «Астана-Энергия» с чего ты начал? Первые шаги твои какие были? В тот момент была подготовка к отопительному сезону. Я каждый день наблюдал за всеми подрядчиками, наблюдал за всеми ремонтными программами, которые происходят. Но параллельно я изучал кайдзен, это называется сейчас в современности бережливое производство. Я, например, поставил вот такие вот ящики, чтобы каждый сотрудник нашего предприятия предложил какое-то изменение, улучшение. Это анонимно было? Нет, они подписывали. Управлением кадров проработал вопрос о том, что если кто напишет дельные предложения, мы их поощряем в денежном эквиваленте. Через 2 недели около 60 человек написало нам об этом. И там очень много было вопросов именно технологического процесса. Сколько людей поощрил? Мы 60 человек по 30 тысяч. Я с этими 60 людьми в актовом зале встретился со своими заместителями. На доске расписал им полностью все предложения, полностью, которые они дали. Закрепил всех ответственных руководителей, заместителей и дал сроки, когда я это выполню. И были вопросы, конечно, которые невыполнимы. Технологически там полстанции надо переделать, но мы им объяснили, что это по техническим моментам невозможно. Но в будущем мы будем прорабатывать эти вопросы. Мы это объяснили, они согласились. Но были моменты, где, например, улучшение столовой. У нас сейчас нету такого столовой для руководителей, столовой для рабочего состава, ее нет такой. Но мы сейчас ее переделали. Столовая для тех, кто в чистой одежде ходит, и столовая, кто в спецодежде ходит. Мы увеличили заработную плату за счет индексации, каждый год она идет. По жилью сегодня, к примеру, даже сегодня приходил BI Group и другие строительные компании, они предлагают нам льготное кредитование. Мы хотим проработать вопросы, мы прорабатываем вопрос по изменению законодательства, чтобы энергетиков и коммунальные предприятия включили в особый статус столицы. Почти 80% мы реализовали. Там были такие моменты, что, например, тротуар где-то сделать по территории определенно, мы его сделали, положили туда плиты. Потом вопрос был о фитнес-клубе. А фитнес-клуб был до этого? Там не был, у нас просто спортзал, но он такой очень устаревший, старый. Он остается для игровых, для волейбола, баскетбола, для футбола он остается. Мы отдельно столярный цех перевезли в одно помещение.
там усовершенствованный, модернизированный столярный цех сделали, такой показательный. Мы сами своими же силами делаем двухэтажный фитнес-клуб, полностью современный. А занятия будут бесплатные для работников? Да, бесплатно, абсолютно бесплатно. Это как в социальный пакет работников он будет входить. А еще попросили, как бы и у нас идея была, что вопрос идет с дефицитами кадров именно в энергетике. Даже глава государства сказала о молодежном кадровом резерве, где сказал, что именно технические профессии, именно энергетика, промышленности, там отсутствуют. Поэтому мы, опираясь как бы на поручение главы государства, то, что именно дефицит с энергетической отрасли, мы создаем совместно с ЕНУ учебный комбинат. При вашей организации? Да, прямо при ТЭЦе. Мы будем прям ставить муляжи турбин, котлов, АСУТП, это автоматическая система управления. Но это получается, Нурлан, если коротко, это реализация дуального образования, да, о чем говорил президент. Да, потом мы даже прям, мы сейчас снимаем на видео 3D полностью ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, районные котельные, и когда студент, кто-то будет приходить к нам, он будет смотреть полностью, как будто он внутри этого ТЭЦа. После обучения техники безопасности, конечно, он уже будет приступать. Тот, кто у нас перед пенсионного возраста есть производственник, которому осталось год-полтора, и студент, который там заканчивает 4-й курс теплоэнергетика либо электрика, он как наставничество берет этого студента и вместе с ним там дозавершает свою как бы вот, там год работы полностью в предприятии. Своего рода готовит себе преемника. Преемника, да, готовит. Мы заключили еще, кстати, с управлением занятости и молодежным крылом партии Аманат Жастар Рухы меморандум о том, что мы будем брать студентов к себе на работу после окончания. Именно техническими профессиями. Там, а дефицит кадров есть сейчас? Сейчас как бы такой текучести у нас кадров нет. У нас династиями работает мама, папа, бабушка, дедушка, дети работают у нас. И как бы мы это приветствуем, но сейчас по программе, антикоррупционной программе, мы делаем так, чтобы они не соприкасались по блокам с друг другом, чтобы не было конфликта интересов. Но в целом это просто это соблюдается. Еще хорошее вот, как бы поручение главы государства — это в рамках меритократии. Я сам назначился в рамках меритократии, будучи работая в этой отрасли 6 лет, не приводил ни одного человека с собой. Я взял и зама по производству, и зама по снабжению. Я взял с этой среды, снутри этого предприятия. И по сей день так делаю. И начальников служб тоже ставлю в рамках меритократии. Мы как в предприятии, как кризис-менеджер, потому что сейчас дефицит тепла идет. Мы вот этот момент прорабатываем. Мы вот сейчас там 7 ключевых моментов на предприятии отметили именно в производственной части. Это турбина, это 2 котла 7-8, это вагоноопрокидыватель, это АСУТП, где мы там недоустановили автоматическую систему управления, и домовая труба на ТЭЦ-1. Это вот ключевые такие факторы, моменты, где особый акцент надо сделать. За счет того, что мы в этом году мы на газу работаем, на ТЭЦ-1 именно газомазутные котлы, мы прирост 50 гигакалорий сделали. Плюс как бы мы сейчас над многими вещами технологическими работаем. Это на собственно нужное электричество, как уменьшить. Мы работаем, как, например, помимо вот этой модернизации, там, 1, 2, 3 турбины, помимо установки дополнительных там турбин, установки дополнительных котлов, как увеличить, усовершенствовать ТЭЦ. А такие моменты мы как бы прорабатываем сейчас в данный момент. ТЭЦ-3 будет реализован в этом году? Да, главу государства, где он проводил совещание по развитию столицы, и там он упомянул, что в этом году нужно закончить ТЭЦ-3, необходимо. ТЭЦ-3 нам даст 430 гигакалорий. В первой очереди 2 котельных около 300 гигакалорий дадут. Этого будет достаточно для полноценного Да, около подачи 900 тепла. гигакалорий в этом году мы планируем получить. И если мы эти получим, то где-то год-два мы еще можем обеспечивать теплом. Но с перспективой, что следующая котельная есть 2-я очередь, и есть 2-я очередь у ТЭЦ-3. Но это сейчас как бы рассматривается руководством города. Я в выходные дни приезжаю сам, переодеваю спецодежду, иду на обход один, без никого вообще, и хожу по всем цехам сам. И записываю в телефон заметки все вопросы, которые касаются моих работников. Большинство меня уже практически все знают, но в первое время они меня многие не знали. Я с ними сидел, чай пил, и они мне много проблем рассказывали, которые происходят в предприятии. Я их записывал. Потом вместе со своими коллегами пути решения находил и решали. В этом году мы получили 5 госнаград.
Для сотрудников? Да, Ну, сотрудники получали, да. да? А кто получил? Обычные рабочие получили, там, обходчики нулевой отметки в котельном цехе, двое там, в турбинном цехе. В основном мы отдали просто простым рабочим. Это данг третьей степени 2 сотрудникам и хурмет грамоты 3 сотрудникам, 5 госнаград. Плюс 12 ведомственных наград. Это заслуженная энергетика мы дали нашим коллегам. И есть люди, которые работают по 40 лет, и они не получали даже ни одну грамоту. Поэтому помимо госнаград, помимо ведомственных, аким города всегда поощряет, экс-аким города всегда, вот Кульгинов Алтай Сидорович тоже всегда, он тоже большой акцент делал простым рабочим. Женс Махмудович тоже самое делает. Тоже говорит, особое внимание уделяйте рабочему составу. Глава государства, как вы говорите, труда, да, он тоже особый акцент делает. Мы сейчас делаем тоже особый акцент на этом. Ну и руководящий состав тоже поощряем. Сам поощряю со своих денежных средств, там, покупая книги, дарю им книги, чтобы они развивались. Читают? Да, читают, пересказы. А какие книги дарите? Ну, разные книги. По психологии книги. В зависимости от психотипа человека я дарю. А женщины есть в руководстве? Да, кадры, юристы. Хозяйственный блок даже женщина у нас возглавляет. Она тоже в рамках женский состав какой? Ну, около 30-40%. Даже в производственной части очень много женщин работает. Обходчиками работают. Очень много женщин работает, на которых очень особое внимание мы уделяем. Председателіміздің инициативасы бойынша әр жұмысшыға еңбек демалысына шыққанда 2 жалақы қосылып беріледі. Руководитель новой формации. Во-первых, с его приходом вот, прям все по-другому стало, все всколыхнулось. Уже вот эта рутинная работа, она уже пошла по другому руслу, она уже не рутинная. Әлеуметтік пакет бізде Астана Энергияда жақсы дамыған. Лагерларға жібереміз балаларды, көпбалалы ата-аналарға жылына бір мезгілдік сыйақы береміз, демалыс орындарына жібереміз. Өндіріс ауданының тұрғынымын. Біз осындай спорт кешіне көптен көп халықпен бірге сұраған едік, бірақ бұл қараусыз жабулы күйлі қалып отыратын еді. Осы Нұрлан Маратұлы келгелі осы мәселені көтеріп, бізге осындай керемет спорт кешенін ашып берді. Мы познакомились год назад, когда он был депутатом лесозавода. И как раз в это время мы и знакомились, когда начался паводок. Я обратилась к активистам лесозавода, они сказали, звоните Нурлану Муратовичу, он вам поможет, он примет меры. И в тот же день он приехал в 12 часов ночи, и мы прошли, вот по Чехово есть гаражи, все гаражи утопали в снеге. И тогда он принял решение, и на следующий день все начали чистить. Когда у нас потоп идет, наводнение, паводок, первым делом мы к кому обращаемся? Мы обращаемся к нему. Если он будет депутатом, мы должны все активисты собраться и сделать дорожную карту по развитию всех наших жилых массивов. Лесозавод, кирпичный, чугунный. И работать по этой дорожной карте. Балалар біздің болашағымыз ғой. Балаларымыздың ары қарай дамуына көмектескен, халыққа жақын болған осындай азаматтарға қуаныштымыз, әрдайым қолдап жүреміз. За время депутатства Купешева Нурлана Маратовича у нас очень большое улучшение началось в жилом массиве. И мы верим, что такие депутаты нужны по всем районам. Нурлан, я желаю тебе удачи, тебе предстоит нелегкая борьба, но я уверена, что при всех твоих компетенциях и твоих навыках ты выиграешь в этой нелегкой борьбе. Скажи мне, пожалуйста, напоследок свое жизненное кредо. Сила не в мышцах, сила в сердце. Вот мое жизненное кредо. И я этому следую.